Да. Итак, у нас сегодня тема «Публичная власть». Нужен ли понятие единой публичной власти с вхождением туда МСУ в странах Европы, или стоит выделить МСУ из этой программы и как-то разделить эти ветви, условно, как в США. И у нас сейчас присутствуют депутаты Земского съезда, а в качестве главных спикеров Вадим Сафонов и Василий Дикарев или Дикарев? Я спикер. Кто у нас? Виталий, извиняюсь. Виталий Черников, да, все здесь. Напоминаю, что вопросы можно задавать в YouTube текстом. Если у нас появится трансляция, мы их озвучим. Можно задавать в чате Zoom, и также можно писать в чате Демского съезда. Если мы их увидим, мы их также зададим. Вопросы звуком мы сможем принять только от видео, есть видео, ну, потом, под конец. Итак, сейчас у нас первые по 5 минут. Прошу высказать кратко и сжато основные позиции. Виталий, Вадим. Кто из вас первый хочет начать? Давайте тогда, может быть, Виталий начнет, потому что у него позиция такая, насколько я понимаю, достаточно принципиальная. Может быть, мы его сначала послушаем. Ну, хорошо. Виталий, вы не против? Вас не слышно? Сейчас слышно меня? Да, сейчас слышно? Хорошо. Угу. Ну, я готов, да. Начинайте. Добрый день всем, или добрый вечер уже. И тем, кто уже сейчас, и кто присоединится дальше. В начале несколько таких реперных точек. Значит, когда мы работали в рабочей группе по Конституции новой в 1993 году, по главе 8 и 12 статье, для нас тогда было принципиально важным разбить советскую систему вертикали всех советов. Да, все советы и все исполкомы по вертикали подчинялись друг другу. Поэтому в самой Конституции появилась такая отбивка, связанная с тем, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Это было принципиально важно, хотя в тех странах, где традиционно существует местное самоуправление, даже иногда не упомянутое в Конституции, и этой отбивки нет, потому что не было бэкграунда, подобного нашему советскому. Через определенное время возникло множество трактовок этих норм, причем трактовок совершенно дилетантских и путающих даже саму формулировку, потому что в Конституции написано, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Трактовать это стали так: местное самоуправление отделено от государства, что абсолютно не соответствует ни природе местного самоуправления, ни формулировке, которая была и сейчас до сих пор находится в Конституции. Следующая итерация – это попытки всячески подчинить местное самоуправление, которому мешали эти нормы, очень сильно мешали. И последняя уловка федеральных властей связана с тем, что они, как им кажется, хитро ввели понятие публичной власти. То есть все органы власти, которые есть в стране, федеральные, региональные и местные, входят в систему публичной власти. Самое забавное, что ни Америки здесь никто не открыл и ничего нового не привнес, потому что любой орган, в создании которого принимает участие публика, избиратели, население, он по природе своей называется публичным.
То есть публичным органом власти является Госдума, публичным органом власти и должностным лицом является президент, публичными органами власти являются законодательные органы субъектов, и публичными же органами власти являются, кстати, и губернаторы. И публичными органами власти являются органы местного самоуправления. Ну, в том числе там, где еще остались избираемые главы муниципальных образований, избираемые всем населением. Таким образом, в настоящий момент ну, как бы терминологическая проблема, она, в общем-то, не существует, на мой взгляд. Действительно, по природе своей все эти органы власти являются публичными органами. Обозначение их в законе публичными органами никак не умаляет и не добавляет никаких прав местного самоуправления. Вот практика имплементации законодательства, практика использования властного ресурса, она у нас, как всегда, далеко идет от законодательства. То есть у нас и без понятия органы публичной власти пытались подчинить местное самоуправление региональной и федеральной власти, и с названием публичная власть. Поэтому дело не в названии. Дело в том, что в стране не работают нормы права. Ну вот в этой связи я считаю, что никакой паники поднимать по поводу того, что они сейчас названы публичными органами власти, нет, а работать, бить надо именно в практику неподчинения. Причем ни один орган власти, в том числе и губернаторы, не должны подчиняться публичному органу более высокого уровня. То есть президенту не должны подчиняться губернаторы, губернаторам не должны подчиняться мэры, и, соответственно, все они должны подчиняться и быть подконтрольными, ну как подчиняться, быть подконтрольными и подотчетными тем публике, тем, кто их избрал. Вот и все. Все остальное – это попытки просто сохранить вот эту дурацкую идиотскую систему путем введения различных механизмов, никак не связанных с понятием публичный орган власти или публичная власть. У меня все пока. Отлично, уложились. Один вопрос. Можете ли вы сформулировать в одном предложении свою позицию? Если я правильно понял, что ни один орган власти выбранный не должен подчиняться вышестоящему органу. Да, я, в принципе, сформулировал, Юлия Галямина отправил текст, но если так его как бы подсократить, то это будет так. Публичная власть осуществляется на 3 уровнях: Российской Федерации, федеральном, региональном, местном. Публичная власть становится в результате всенародных выборов, ну там, понятно, при тайном голосовании, не буду повторять длинную формулировку, всеобщие, равные, тайные и так далее. Органы публичной власти подотчетны, подконтрольны избравшему их населению, и ни один орган публичной власти не подчиняется органам публичной власти более высокого уровня. Высокого не в смысле начальственного, а охватывающего большую территорию. То есть это муниципальные не подчиняются региональным, региональные не подчиняются. Единственное, чему они все должны подчиняться, это закон. Вот закон они все должны подчиняться. Все. Понятно, спасибо. Вадим, ваша очередь. Ну, всем добрый вечер. Во-первых, я хочу поблагодарить Оргкомитет Земского съезда за то, что вот появилась такая идея, такая возможность проведения публичных круглых столов, дебатов, которые у нас сейчас расписаны до октября месяца. И я считаю, что очень символично то, что мы сейчас начинаем все эти разговоры о местном самоуправлении, о том, каким ему быть, вот с этой фундаментальной, на мой взгляд, темы, которая касается определения места муниципального, местного самоуправления в государстве. Быть ли ему встроенной в какой-то форме в структуры государственной власти, или местное самоуправление должно быть выделено из этой системы, должно развиваться как самостоятельная система. Поэтому я считаю, что это действительно, эта тема, она фундаментальная. От того, как мы ответим на этот вопрос, в значительной степени зависит то, каким будет конечный результат.
И вот тут я не могу согласиться с Виталием, потому что я вот сейчас его слушал и понимаю, что есть катастрофическая логическая ловушка, в которую уже попала, например, Германия, да, или Болгария, вот их системы местного самоуправления, где, вообще говоря, прослеживается вот эта идея субсидиарности, там, значит, какого-то взаимодействия, которая оборачивается тем, что появляются некие совмещенные полномочия, то есть появляются отдельные участки, где одновременно существует и государство, и ну, какие-то государственные там органы, как правило, исполнительной власти, разумеется, и, собственно, местное самоуправление. И вот здесь начинается самое интересное, потому что все начинается с благопожелания. Благопожелание, которое формулируется примерно так. Любое действие должно иметь публичное объяснение. Любые решения должны обосновываться. Любые решения должны опираться на взаимодействие различных систем, различных органов власти. Ну, хорошо. И вот тут мы начинаем взаимодействовать, мы начинаем что-то объяснять, и получается, вот я сейчас приведу пример этой недели, вторник, Законодательное собрание Санкт-Петербурга начинает реализацию положений первого закона Клишеса и Крашенинникова об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. Каким образом это происходит? Происходит путем внесения изменений в устав Санкт-Петербурга. И одно из изменений звучит дословно, что губернатор Санкт-Петербурга, например, вправе обратиться в представительный орган внутригородского муниципального образования с инициативой об удалении главы внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга в отставку, в том числе в случае систематического недостижения показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном федеральным законом, ну и так далее. Да? А еще есть два случая, когда губернатор может просто взять и, например, вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования. Да, значит, может отправить, отрешить от должности главу муниципального образования, например, в случае, вот здесь это очень важно, в случае, если в течение месяца со дня вынесения губернатором предупреждения, объявление выговора главе внутригородского муниципального образования, главе местной администрации, значит, не были устранены соответствующие нарушения. Так вот это вот пример того, как реализуется сама идея, вот, о которой мы сейчас говорим, идея некой публичной, общей такой вот системы публичной власти, которая действительно введена в Конституцию, она там закреплена. И, по сути дела, мы и сейчас сталкиваемся с тем, что, да, Виталий абсолютно прав в том, что он говорил в начале своего выступления, но правоприменение вот такое лукавое, оно ведет к тому, что идея субсидиарности, идея единой системы публичной власти оборачивается прямой дорогой к автократии. Когда все решает не общество, не избиратели, даже не представительные органы власти, а решает один человек, который в данный момент является, например, губернатором. Вадим, 5 минут. На самом деле, вот я не совсем понял позицию. Изложи, пожалуйста, в одном предложении, что ты хотел, что ты отстаиваешь. Я считаю, что попытка навязать обществу вот эту идею субсидиарности не только в нашей стране, это есть примеры и в других странах, она приводит к тому, что общество начинает двигаться к унификации власти и как конечная точка к абсолютной автократии. И это опасно, это плохо, с моей точки зрения. Я извиняюсь, но позиция, которая отрицает, это не совсем то, что нужно. За что ты выступаешь?
я выступаю везде и всегда последовательно только за одно. Избиратель должен понимать свою ответственность за свой выбор, который он делает в день голосования, а избранные им лица обязаны чувствовать значит, отвечать перед избирателями за свои действия, и ничего другого здесь быть не должно. Должна быть ответственность обоюдная избранных людей и избирателей. Ничего Понятно? третьего не должно быть. Понятно. Я напоминаю, что это был Вадим Сафонов, депутат гражданка Санкт-Петербурга. А первая позиция была Виталия Черникова, эксперта Европейского клуба экспертов местного самоуправления. И мы в составе Земского съезда, сейчас депутатов Земского съезда, обсуждаем понятие единой публичной власти. Должно ли туда входить местное самоуправление, как в европейских странах, или стоит его выделить из этой системы, как в США? Прежде чем продолжить дальше, я хотел бы уведомить слушателей, что Земский съезд объявляет сбор подписей среди муниципальных депутатов в защиту Алексея Горинова, муниципального депутата Красносельского района Москвы, участник Земского съезда, просто хорошего человека, который сейчас находится в СИЗО по последним нелегитимным, сами знаете, каким законам, о фейках российской армии. Пожалуйста, зайдите в чат Земского съезда в Телеграме и подпишите, ставьте подпись, ему это поможет и будет приятно. И у нас еще одна позиция от депутата Земского съезда. Давайте ее заслушаем. Пожалуйста, покороче, там минуты на 3. Хорошо, но Дарья, вы подняли руку? Да, я сейчас опущу руку, чтобы не смущать дальше. Значит, коллеги, я, честно говоря, смущен позицией коллеги Сафонова, который говорит о том, что принцип субсидиарности – это командование сверху вниз. Вообще изначально принцип субсидиарности – это прям противоположная история. Это, ну, собственно, она была сформулирована в 1931 году одним из римских пап и говорит о том, что не должно быть права у вышестоящего уровня решать что-то за уровень нижестоящий. И делегирование прав происходит снизу вверх, по сути. Это во-первых. Но с чем я согласен, это с тем, что в современной России с ее безумной системой организации, но принцип субсидиарности здесь совсем ни при чем, единая, так называемая единая система публичной власти, кстати, в политологической науке это нормальный совершенно термин. Он просто оказался новым для конституционного строительства. Вот. Он противопоказан именно по причине того, что у нас, как правило, получается вертикальный кол вместо нормальной публичной власти, которая, скажем так, с возможной большей силой опирается на самих граждан и их инициативы. Ну вот именно для сегодняшнего момента, да, вот это построение в единой системе, оно, конечно, противопоказано и нужно разделять. Но, в принципе, я не вижу никакой проблемы в том, чтобы принцип субсидиарности, так как он реализуется в странах Запада, и, кстати, я не понял, почему пример стран Запада мы трансформировали в дикую совершенно российскую ситуацию. Вот как-то совсем не понял. Все, спасибо. Можно ответить? Коллеги, смотрите, значит, здесь на самом деле вот что происходит. Значит, и это примеры и как из нашей жизни, так вот, например, там есть такие примеры в Болгарии, да, просто, например, в Соединенных Штатах такие вещи в принципе невозможны. Потому что если вот опираться уже на нашу практику, ну хорошо, есть какая-то локальная задача, которую, например, муниципалитет не в состоянии решить, ну, по разным причинам, как правило, это деньги, да. И вот у него появляется возможность такая счастливая обратиться наверх
и там получить какие-то деньги. Как это реализуется сегодня, вот в сегодняшних условиях, и как это может реализовываться в нашем законодательстве, которое сейчас проектируется, вот закон Клишеса Крашенинникова, второй, который рассматривается в Государственной Думе. А это происходит следующим образом. То есть муниципалитет может обратиться на верхний уровень и там получить какую-то поддержку, но нигде не сказано, что эта поддержка должна быть реализована на договорной основе или в порядке, например, какого-то бюджетного кредита. Там сказано принципиально другое. Отдайте полномочия наверх, и тогда вы что-то сможете решить. Ну хорошо, отдали одни полномочия, отдали вторые, а потом появляется, если этот опыт удался и он действительно был оценен как положительный вот конкретно муниципалитетом, а потом появляется иждивенческий соблазн. Так, ребята, а зачем мы здесь напрягаемся, что мы здесь собираемся? Давайте мы отдадим еще больше полномочий наверх. И эта система, на самом деле, она тоже работает. Точно так же, как работает и обратная система. Когда сидят чиновники в органах государственной власти и понимают, что если они вот здесь хотят кому-то сбагрить там условный какой-нибудь карьер, но муниципалитет против, ну что надо сделать? Ну надо немножко значит, посмотреть внимательнее на те показатели эффективности, которые те же чиновники и формулируют муниципалитету. Загнать его в угол, а потом сказать: так, ребята, вы неэффективно работаете, убрать главу муниципального образования и поставить туда нового человека, который обязательно будет сговорчивый и благополучно карьера идет туда, куда это и планировалось. В Вадим, я нормальной извиняюсь, системе, извини, я буквально 2 секунды, в нормальной системе, где невозможно просто так забрать полномочия сверху или просто так отдать полномочия наверх, подобные ситуации в принципе невозможны. И главная задача сделать так, чтобы в нашей системе это тоже было невозможно. Именно про это я хотел спросить. Ты можешь на буквально пару минут сказать, в чем твоя позиция отличается от позиции Виталия Черникова-то? Она отличается на самом деле в тонкостях, потому что вот то, с чего начал Виталий, я с этим на самом деле согласен. Но вот то, как у нас это трансформируется через государственные СМИ, через некоторые высказывания, которые мы слышим от Государственной Думы, через экспертные мнения, которые нам транслируют эксперты, ну, скажем так, провластные, да, вот это как раз нас и разделяет, потому что если я неправильно понял, ну, Виталий сейчас, может быть, скажет, но мне показалось, что Виталий относится к этому достаточно благодушно, спокойно, а я к этому отношусь тревожно, и вот это нас разделяет. То есть у меня как бы опасений больше, чем у Виталия, который говорит о том, что ну не надо никакую панику нагнетать, на самом деле все это действительно так, это в общем никакая не инновация, там понятные какие-то вещи, которые он сейчас лучше меня, наверное, скажет, да, но вот у меня тревога, она идет от практики, от сегодняшней практики. А Виталий, если я правильно понимаю, он все-таки больше теоретик. И вот это вот здесь нас и разделяет. Понятно, но сейчас мы понятно, можем только теоретизировать, скажем так, в нынешних реалиях, но теоретизировать хотелось бы в таком более реалистичном ключе, чтобы, когда мы перейдем к практике, уже было что, собственно, практически реализовывать. И можно я, как да? раз кажется, что проблема вот в том, что, Вадим, вы говорите про несовершенство текущих вот каких-то реалий и как-то волнуетесь насчет этого, а Виталий просто не волнуется, потому что, ну, зачем волноваться из-за того, что так или иначе нужно менять. Виталий, как вы скажете, прав? Да, нет? совершенно прав. Да. Дело в том, что здесь надо понять одну простую вещь. Мы говорим об одном и том же, на самом деле, да? Если мы говорим о понятиях, то, еще раз повторю, понятие публичная власть, единая система публичной власти ничем не вредит и не
помогает нынешнему местному самоуправлению. Вообще уже почки отвалились, боржоми пить поздно. То есть дело в том, что практика, которую мы имеем, о которой говорит, совершенно справедливо упоминает Вадим, эта практика рождена не введением в Конституцию термина «единая система публичной власти», а она введена органами государственной власти уже давным-давно. Практика. И есть это понятие или нет, мы видим это каждый день, много раз во многих городах, районах и селах видим это. Следовательно, не понятие публичная власть приводит к авторитаризму, а авторитаризм приводит к правоприменению, не соответствующему даже тому, что они приняли. То есть они приняли. Ну, я приведу маленький пример. Я помогал в свое время фонду Сапега, белорусскому фонду Сапеги, они пытались каким-то образом, их мало там было, они пытались каким-то образом имплементировать законодательство Беларуси нормы, которые позволили Беларуси вступить в Совет Европы. Они над этим бились много лет. И упиралось все в то, что Лукашенко не хочет, там Верховный Совет их не хочет, ну и так далее. И когда мы с ними собрались на семинар во Львове, и я сел с ними, и изучили мы законодательство Беларуси, оказалось, что в законодательстве Беларуси, включая Конституцию, нет ни одной нормы, которая бы препятствовала подать заявку на вхождение в Совет Европы. А вот практика применения законодательства на практике было прямо противоположно тому, что было написано в законе. Ну, то есть мы понимаем, да, что не законы в наших странах, в Беларуси, там, в России, не законы являются руководством к действию для властей, а совершенно иная. Поэтому, что бы мы здесь ни придумали, какие бы мы ограничения не предлагали ввести в законодательство по поводу того, чтобы верхний уровень не вмешивался, полномочия бы не отнимались волонтаристским путем и так далее, они будут вмешиваться и будут отнимать. То есть в данном случае вопрос был еще про федерализм, это касается и федерализма, это касается и субъектов федерации. То есть пока власть работает в парадигме принятия решений наверху и спускания их вниз, и все, кто этому противится, просто вычеркиваются из системы, я сейчас не говорю тех, кто задержан там, в СИЗО и так далее, а тех, кто просто депутаты, хотел бы пойти в депутаты и не стыкует, у них другая концепция, вот, например, такая же, как у Вадима, да, они всячески выдавливаются из самого процесса их избрания, чтобы ничто и никто не мешал вот этому вольному продвижению вертикали власти вниз. Это безусловно, это тупиковый путь, он уже сейчас тупиковый, этот тупик уже сейчас виден, но он будет, пока будет вот эта вот конструкция, администрация президента, президент и его желание, ну, как бы быть одним источником сигналов для всех уровней власти. Вот все. Поэтому я-то говорил о публичной власти, так как тема была заявлена. И мешает ли понятие единая система публичной власти, мешает ли она развитию самоуправления? Вот, или помогает. Да, вот об этом речь. А так, у меня вообще нет разночений с Вадимом, например, в этой части права. И это хорошо. И это хорошо. Напомните, пожалуйста, какие у нас 3 уровня публичной власти вы озвучили? Федеральный, региональный и муниципальный или местный. Это 3 уровня публичной власти. На муниципальном уровне спорным является уровень района, ну, или сейчас теперь там муниципальные округа, теперь ввели там и прочие дела, спорным является. Но это опять, я сейчас не буду углубляться в то, что уже накосячили, в то, что нарубили уже сейчас. Лес лежит просто уже весь. Я сейчас говорю о системных вещах, то есть, грубо говоря, даже если у нас существует уровень района, как межмуниципальные единицы или единица, выполняющая функции для нескольких муниципалитетов, да, то этот район все равно не может, он тоже должен быть изолирован от возможности влиять, императивно влиять на муниципалитеты. То есть вот опять я согласен с Вадимом, система должна строиться, исходя от интересов людей, живущих на той территории, которую они считают исторически своей.
Вот это и есть. Да, вот. Вопрос был То есть система... немного не про это. У нас Екатерина Дунцова, муниципальный депутат из города Ржева, спрашивает про уровень регионов, собственно, насколько они самостоятельны, насколько вот вы, например, оцениваете возможность их самостоятельности. Это какая-то обособленность внутри целого или это просто отдельная система внутри системы? Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, смотрите, ситуация такая, значит, ну, как бы мы не называем, сейчас называется так коряво достаточно субъекты федерации, да, будем говорить регионы, да, регионы как единица как сказать, политическая административная единица, да, вот такая экстерриториальная. Безусловно, если мы берем Ржев, берем Тверскую область, да, или берем мою Калужскую область, или берем Тульскую область, вот реально в каждом из этих регионов имеются иногда очень существенные отличия. Но если в центре России они еще не так видны, потому что Москва, особенно те, кто Москву окружает, Москва влияет, она так или иначе принимает в себя и выпускает из себя, значит, тех, кто живет на дачах, там дома покупает. Как-то. А вот если берем Вологодскую область, там Мордовию, Чувашию, Татарстан и прочие, там, да, там различия в традициях, вот именно вот, причем это одна культура, вот наша, да, но ты сразу видишь, что ты находишься в другом регионе. Вот, и люди там соотносят себя именно с этим вот местом, где они живут, с регионом. Это мой регион. Вот в этом смысле, да, регионы должны быть. Не обязательно в том, я пока не готов говорить о их границах конкретных, да, но вот эти исторические вещи самоопределяющие, да, то, что жители самоопределяют себя как, они, конечно, должны лежать в основе любой территории, потому что если они лежат в основе построения территории, то тогда граждане, ощущая ее своей, эту территорию, склонны больше отдавать, пусть не все, отдавать на ее развитие, ну, сил, там, не знаю, знаний там, и так далее. Если же они формируются искусственно, как это делается сейчас вот в Московской области, там взяли и захерачили, значит, эти муниципальные округа, или как они там, городские округа, куда зафигачили все там города даже, в которых по 200, по 100 тысяч людей живет, давным-давно живет, и у них там все предки, и кладбище, и все это свое, и вдруг стало все это почему-то частью большого городского округа. Вот в этом случае люди будут все равно ершиться и идти на перекос власти, потому что это не мое. Вот город, где я живу, это мое, а вот этот городской округ, это не мое. Поэтому если регионы построены с этой точки зрения, не только одна позиция, да, но там еще экономические, и наличие дорог, и узлов встреч коммуникации и так далее. Это большая проблема. Но если говорить в сегодняшней схеме, вот как они в Конституции записаны, ну хорошо, каждый регион должен иметь собственный бюджет, в котором должно быть, ну, опять скажу, ну, есть регионы, которые прекрасно могут прожить без федерального центра, например, Бурятия там, да, или Забайкальский край. Да? Они могут прожить там золото, уран, уголь, лес, кедр, редкоземельные металлы, что хочешь. А есть регионы, и то, что с их территории забирается, это в разы превышает то, что им нужно. Вот, да, поэтому все регионы, да, обязательно все регионы, которые обозначены как субъекты федерации, должны иметь собственный бюджет. И даже те деньги, которые перечисляются им из федерального центра в виде средств выравнивания бюджетной обеспеченности, должны быть нецелевыми по максимуму и должны попадать в свободное распределение этими регионами. Никто не должен быть вправе вмешиваться в распределение денег, полученных разного через налоги или через федеральную помощь. Она даже не федеральная помощь, это получается помощь других регионов, правильно? Вот так. Вот таким образом должен строить. И, соответственно, и политическая надстройка в регионе должна быть точно такой же. Жители избирают,
и депутатов, и губернатора, и перед жителями все эти ребята отчитываются. Если, вот то, о чем говорил Вадим, передача полномочий, да, если есть реальная необходимость закрепить за регионом, я говорю сейчас регионом, закрепить некие федеральные полномочия, но чтобы не плодить федеральные органы, территориальные органы власти, да, они же уже есть региональные, вот мы им поручим и за это заплатим. Это не должно являться никаким основанием для того, чтобы кого-то смещать с должности, выражать недоверие со стороны президента. Не справляются они, забери деньги и делай сам. Причем здесь твоя оценка того, как губернатор плохо потратил твои деньги? Ну еще плохо потратил, забери, сделай сам. Все. Виталий, это понятно, мы это уже проговорили. В общем-то, я думаю, ни у кого вопросов нету. Спасибо. К Вадиму вопрос, собственно, вытекающий из нашего диалога. А как реализовать публичные полномочия вот на уровне МСУ, если нет достаточно ресурсов? То есть, да, у нас есть регионы, скажем так, датирующие по определенной части, а есть регионы все-таки дотационные. И если федеральный центр не будет их сильно датировать, то там будет все не очень хорошо. А это, можно сказать, не только регионы, это на всех уровнях, включая там даже, наверное, дома отдельные или кварталы. Такую ситуацию можно предвидеть. Вадим, у вас есть вариант, вот как распределить средства, обеспечить нормальное самоуправление в места, где есть желание самоуправляться, но нет такой материальной возможности? Ну, слушайте, это очень долгий такой длинный, это вообще отдельная тема для длинного разговора, да. Значит, отчасти это тема, которую я попытался объяснить вот в своей книжке «МСУ. Взгляд на реформу». Она до сих пор где-то продается во всяких разных магазинах в электронном виде. Если очень коротко, то первое, что нужно сделать, все-таки нужно отказаться вот от этой иллюзии о том, что у нас почти поголовно все находятся в таком вот недостатке. Потому что то, что делается сегодня практически, это именно создание такой вот потемкинской деревни, что все живут в долг. Вот что было сделано в Петербурге за последние 2 года. У нас муниципалитеты, в принципе, были самодостаточны практически все. 111 муниципалитетов, у нас только, может быть, 10-11 из них действительно можно было признать нуждающимися в какой-то бюджетной помощи. Ну, просто чтобы было понятно, самый маленький муниципалитет Российской Федерации находится в Санкт-Петербурге. Муниципалитет Серова, где в прошлом, на последних выборах было зарегистрировано, по-моему, 88 избирателей. Это не те, кто пришел на участок, это те, кто попали в списки. Это настолько маленький, вот микроскопический муниципалитет. Понятно, что он дотационный априори. Там ничего не сделаешь. Да? Но с другой стороны, все остальные-то, извините, 100 муниципалитетов совершенно нормально получали деньги, пока власти Санкт-Петербурга не отобрали у них налоги. И вот, а дальше начинается сказка про мой любимый налог НДФЛ, который у нас един, как Господь Бог, в 3 лицах. Он по бюджетному кодексу является федеральным, по сути направляется в бюджеты региональные, а оттуда кочует уже в муниципальные бюджеты, естественно, не весь, а примерно там 15% в среднем по России. Вот эту систему, вывернутую с ног на голову, надо исправлять. И тогда мы очень быстро увидим, какие муниципалитеты, какие регионы на самом деле не являются дотационными. И таких много. Тогда мы сможем перейти от вот этой вот идеи бесконечного патернализма к идее ответственности. Мы увидим, что, оказывается, есть мотивация у губернаторов, у глав муниципальных образований на то, чтобы развивать экономику. Вот там, где они за эту экономику могут отвечать.
когда у нас говорят о том, что у нас, в принципе, очень трудно администрируются какие-то налоги, я всегда привожу, опять же, мой любимый налог НДФЛ в пример. Потому что если кто-то забыл, когда вы платите НДФЛ, вы платите его не в свое муниципальное образование, не в свой даже регион. Вы его платите по месту вашей трудовой деятельности. И если вы, пользуясь современными технологиями, живете в Москве, а работаете, например, каким-нибудь дизайнером на Камчатке, то ваш НДФЛ будет платиться на Камчатке. Так, на секундочку. Поэтому никакой ответственности нет не только у чиновников, и у граждан. Граждане не понимают, вот ко мне приходят избиратели, и по разговорам я понимаю, что они считают, что бюджетные деньги берутся из тумбочки. Они никаким образом не связывают свой доход, личный свой доход, с тем бюджетом, который есть у моего муниципального образования. Когда я им пытаюсь это объяснить, люди, первое, что вот у них возникает удивление, а почему же так? Я работаю там в одном районе Петербурга, живу-то я здесь. То есть получается, что бюджет, который тратит муниципальное образование, заработан другими людьми. Понимаете? И вот здесь, вот эту систему, если мы сможем ее изменить, тогда мы сможем прийти к нормальному ходу событий, о котором говорил Виталий, и тогда мы сможем аргументированно говорить о том, кто нуждается в дотациях, а кто не нуждается. И мы увидим, Вадим, как понятно. много у нас... Как изменить? Главное. Значит, первое, и это сегодня абсолютно реально технологически. Вы платите НДФЛ, за ним всегда есть номер налогоплательщика. Поэтому первое, что нужно сделать, нужно отменить полицейщину в части регистрации места жительства. Не органы полиции, не органы МВД должны этим заниматься. Человек должен регистрироваться как налогоплательщик непосредственно там, где он проживает большую часть года. И только на основании регистрации в качестве налогоплательщика человек может получать право голоса в конкретном регионе и в конкретном муниципалитете. Значит, реализовать это очень просто, потому что есть ИНН, и по ИНН всегда можно абсолютно четко установить, где человек проживает и куда перечислять деньги. Даже если он работает на Камчатке, а живет, извините, в Калининграде, деньги придут в Калининград по месту жительства. И тогда, уже выходя во двор, человек может аргументированно общаться и с депутатами, и с местной администрацией, и с чиновниками из региона, и говорить: так, подождите, ребята, вот здесь закопаны мои деньги. Я заплатил налоги, я хотел, чтобы здесь было, ну, что-то там, да, а вы сделали что? Давайте возвращайте все назад. Тогда будет абсолютно понятная, нормальная, логичная система. И тогда у каждого муниципалитета, у каждого региона будет реальный стимул привлекать к себе людей, которые в состоянии зарабатывать, привлекать к себе бизнес, рационально тратить деньги. И у них будет прямой стимул отчитываться, потому что они будут понимать, что вокруг них живут люди, которые имеют право, в первую очередь, моральное право, во-вторых, юридическое право спросить: вы на что деньги потратили? Сегодня этого нет. Это первое. Второе? Или со вторым разберемся, пока первое не будет выполнено? Ну, второе, конечно, это перераспределение полномочий, то есть должно быть разумное распределение полномочий, но это тоже тема отдельного разговора. Разумное распределение полномочий между местным самоуправлением в широком понимании этого слова, этого понятия, и органами государственной власти, потому что это серьезный вопрос. И не везде, не всегда этот вопрос имеет очевидные ответы. Потому что в одних регионах есть смысл какие-то полномочия отдавать на местный уровень, а в других регионах действительно есть смысл какие-то полномочия, которые мы в общем считаем вопросами местного значения, тем не менее отдавать на уровень региона. Это требует серьезной большой работы, которая должна быть проведена и в регионах, и на федеральном уровне.
Ну Понятно. вот примерно так. Тут у меня, соответственно, вопрос, который я, собственно, и вам адресовал. Сейчас адресую Виталию. С одной стороны, кто будет решать, какие полномочия перераспределять, если это мы говорим про МСУ, будут ли они сами отдавать или как-то это какой-то совет, получается, муниципалитетов отдаст общие полномочия какие-то, может давать в регион. И второе, какие полномочия, соответственно, деньги отдавать, потому что может быть, вброшу, не знаю. Если у нас очень много денег остается на каком-то месте, это очень круто для тех мест, у которых много денег. Ну, условно говоря, какой-нибудь район города, где очень состоятельные, уважаемые люди, они могут на своем муниципалитете, в своем муниципалитете содержать и крутую очень школу, и крутую полицию, и пожарных, и так далее. Там отличное жилье, очень много аренды, все прочее. А через дорогу от этого муниципалитета другой район, которому не повезло с уважаемыми людьми, или не повезло, возможно, еще с чем-то, но тем не менее у него мало налогов, и школа там очень печальная, нет возможности содержать пожарных и полицию. И что же им тогда делать? То есть они, получается, должны будут запрашивать у муниципалитета содержание школы пожарных, и как вообще этот механизм вы видите в Виталии в практическом применении, как запрашивают ли они на все время или они будут запрашивать на некоторое время, как федеральный центр, почему он вообще им должен давать дополнительные, на какие средства он должен выделять полицию, например, если у него нет средств собственных, никто ему не перечисляет, и если у него есть собственные средства, кто определяет, какие средства, грубо говоря, нужны вышестоящему муниципалитету, чтобы обеспечивать обеспечить бедные регионы. Получается, кто решает, сколько вышестоящий муниципалитет должен забрать у богатых нижестоящих муниципалитетов, чтобы обеспечивать бедные нижестоящие муниципалитеты. Насколько он их должен обеспечивать? Как вот вы считаете, Виталий, как это будет реализовано? Ну, смотрите, слышите меня, да? Да, вас прекрасно. Смотрите, ну, даже в нашей ублюдочной системе, нынешней, сегодняшних взаимоотношений федерального центра с регионами и муниципалитетами, этот вопрос решен. Решен не кругло, но решен. Это так называемый отрицательный трансфер и процедура выравнивания бюджетной обеспеченности. По тем направлениям, которые можно обсчитать, ну, это образование, да, там, здравоохранение, мы можем примерно понять, сколько в среднем на человека, на ребенка или на пациента, да, должно тратиться денег. Ну, есть практика, есть опыт, в конце концов, да, если это не экстремальная ситуация. И таким образом устанавливаются некие нормативы, да, вот этой выравнивания бюджетной обеспеченности. В этом смысле богатые регионы, богатые муниципалитеты, если там у них их бюджет превышает в 1,3 раза средний по региону или средний по стране уровень бюджетной обеспеченности, все, что свыше, начинает 2/3 с этого начинает отправляться в фонд бедным регионам. То есть сам механизм существует. Нарушено главное сейчас у нас в стране. У нас нарушен баланс между доходами федерального центра, теми налогами, которые собираются в федеральный центр, и теми, которые остаются в регионах муниципалитетов. В середине 90-х годов эта пропорция была такая. На федеральный уровень уходило примерно 36%, 64% всех налоговых доходов оставалось в регионах и муниципалитетах. Сейчас примерно прямо противоположно. 60, по-моему, 8% уходят в федеральный центр, и 32% остаются. Вот это вот, да, в этой связи мы являемся уникальной страной, в которой растет профицит федерального бюджета, при этом увеличивается количество дотационных регионов и муниципалитетов. Ну, то есть понятно, что кто-то кого-то грабит, и понятно, кто кого грабит.
в этой ситуации даже вот этот вот механизм отрицательного трансферта и выравнивания бюджетной обеспечения работает плохо. Поэтому мы с вами сегодня видим, сейчас я скажу о том, как быть, да, мы с вами сегодня видим такие вещи, как нацпроекты, да, там от денег они давятся, а на местах пищат, не хватает денег даже на то, чтобы новое кладбище прирезать к старому, потому что негде хоронить, а нет денег на это. И рождаются национальные проекты, дороги, там, что-то еще, комфортная среда, как будто бы муниципалитеты сами бы не позаботились о своей комфортной среде. Вот сидят там умные дядьки, там наверху, типа, в кавычках умные, и пишут там, какой должна быть комфортная среда в Урюпинске там где-нибудь, да, и если вы правильно все заполните, мы вам тогда пришлем комфортная среда в Урюпинске там где-нибудь, да, и если вы правильно все заполните, мы вам тогда пришлем денег. Но потратить вы их можете только вот на это и на это. У нас есть парадоксальная в Калуге ситуация, когда на центральных улицах снимают плитку и перекладывают ее на улицы, где плитки нет. А здесь кладут новую, потому что по нацпроекту У нас начался прямой эфир? ну, не Пока знаю. вроде как нет. Да. Но сейчас начнется. Ага. Продолжаем? Нет, пока. Ага, вот, теперь начался. Ага. Враги блокируют нашу связь. Ужасно. Мы перезапустили эфир, очень хорошо. Для всех, кто подключился только что, с нами Виталий Чиренников, эксперт Европейского клуба экспертов местного самоуправления, и Вадим Сафонов, депутат МО «Гражданская», Санкт-Петербург. Меня зовут Илья Кравченко, депутат городской думы города Волгограда. И это конференция собрания независимых депутатов Земского съезда, где мы обсуждаем понятие единой публичной власти, что должно в ней быть, что не должно в ней быть, как должна быть она устроена в России, в той России, в которой мы хотели бы жить. И как очередное напоминание, в очередной раз скажу, что мы объявляем сбор подписей среди муниципальных депутатов в защиту Алексея Горинова, мундепа Красносельского района Москвы, участника Земского съезда, который сейчас за фейки российской армии находится в СИЗО. Пожалуйста, подпишитесь, оставьте свою подпись, поддержите его. Людям, оказавшимся в такой ситуации, это очень важно. Мы проговорили сейчас довольно много, как лучше разделить полномочия, что можно сделать. Я предлагаю сейчас, Виталий, не договаривать, обсудить очень важный вопрос, собственно, тот, на камнем преткновения которого находится вообще, из-за чего все и делается. Что насчет избирателей? То есть мы возлагаем, если мы берем демократию, на избирателей основную ответственность за, собственно, за все. И, во-первых, хотелось бы узнать, в чем проявляется ответственность,
А во-вторых, как предотвратить как предотвратить коллапс системы, если избиратели ею пренебрегут, скажем так. У нас говорил Виталий. Давайте начнем с Вадима. Илья, Пожалуйста. подождите секундочку. Мы же не закончили тему про деньги-то. Виталий, давайте мы сейчас на этот счет, просто мы сейчас проговорим этот вопрос, а потом отдельно выйдем еще раз на этот Давайте, потому что я вопрос. прервался на середине, и могут непонятно быть, о чем дальше что. Так кто у нас часть отвалилась, и, возможно, по трансляции люди отвалились. Давайте мы еще раз зайдем на этот вопрос кратенько. Ну, или если вы можете кратенько, так Давайте, буквально давайте я закончим. закончу, чтобы логически было, а то потом это будет через кусок уже будет не стыковаться. Давайте я закончу. Хорошо, как скажете, только очень кратко. Да, значит, так вот, деньги, которые потрачены на выделенные в бюджете проекта национальной дороги, эти безопасные и качественные дороги, они, оказывается, выделены на ремонт дорог новых или конструкцию новых, существующих дорог, на новые не выделены. Поэтому плитка. Вот это вот маразм. Значит, что надо сделать? Первое, надо перевернуть. Это однозначно, это федеральному центру пора это понять. Надо перевернуть пропорцию, все-таки вернуть ее к нормальной системе. Там в Штатах, например, примерно 30% уходит на содержание федеральных структур, и 70% остается в регионах и на местах. Это первое. Без этого делить те крошки, которые Вадим вот говорит, 111 муниципалитетов были самодостаточны, очень сомневаюсь. Насколько я помню, муниципалитет Санкт-Петербурга получает едва ли 1% от бюджета Санкт-Петербурга на свою деятельность. Это вообще в Москве было чуть больше, по-моему, но это запредельно. Так вот, первое, перевернуть пропорцию. Второе, ввести очень серьезный принцип. Он простой. Это называется ступеньки. Поднимаемся вместе, опускаемся вместе. Не может такого быть, чтобы не должно, вернее, быть такого, чтобы рос профицит бюджета федерального и падали в это время бюджеты региональные и муниципальные. И наоборот. Это хороший принцип. Если бюджет федеральный заработал денег чуть больше, то прибавка идет всем. И наоборот, если кто-то сработал плохо, на всех. Вот это работает на то, чтобы, как вы и говорили, Илья, на то, чтобы все примерно получили на школы больше или меньше, но все, чтобы не было такого, что в одном месте давятся от денег, да, а в другом месте давятся от голода, не могут ничего сделать. Вот это очень важный момент. Еще раз, в рамках парадигмы сегодняшнего понимания властью ее роли, это сделать практически невозможно, если только они сами не поймут этого. Ну, еще вот последнее, тот же Волгоград ваш, да, 50 километров, город вдоль Волги. 70. На одном, 70 уже? Так. На одном конце люди могут вообще никогда не знать, что происходит на другом. 70 километров, просто это тотально, да, то есть вот как в этой ситуации обеспечить, как в этой ситуации региону обеспечить равные условия для такого города и для какого-нибудь, например, там маленького городишки. Пока мы не поменяем систему, пропорцию взаимоотношений в бюджете федеральный центр, регионы, муниципалитеты, и пока мы не перейдем на принцип поднимаемся вместе, опускаемся вместе, никого не ущемляя, все будет так же. Понятно, спасибо. Слушайте, вот если сейчас продолжить то, с чего тут Илья сейчас пытался зайти, да, значит, смотрите, мне кажется, что сама суперпозиция, которая у нас постоянно в самых разных дискуссиях возникает, о том, что кто-то должен сверху обязательно позаботиться, да, кто-то должен погладить по головке и, дать пряник, какой-то пирожок принести, вот она порочна. Я согласен, что федеральная власть должна чего-то сообразить, но мне кажется, что должны уже начать соображать и простые граждане, избиратели. Понимаете, вот Илья говорит о том, что что делать, если избиратели, например, просто не придут на избирательные участки. Но если посмотреть на явку
на выборах сейчас, ну, практически по всей России, мы увидим, что эта явка, она почти везде, Да. она просто крайне низкая. И почему это происходит, в общем, мне абсолютно понятно, потому что люди не чувствуют никакой связи между своими доходами, между своим выбором и тем, что потом происходит на земле. Да, ну, у нас в Петербурге, например, вот то, о чем говорил Виталий, вот он сказал, что там, ну, у нас немножко не так. У нас, получается, мы сейчас получаем где-то 3,5% муниципалитеты петербургские от годовой потребности. Все остальное, больше 95%, это дотации. Ну, понятно, что это абсолютно вывернутая наизнанку, искусственно созданная система, потому что когда в Петербурге действовали местные налоги, все было совершенно не так. Вот. Поэтому я считаю, что да, первое, надо все-таки отказаться от этой идеи иждивенческой. Нет ничего страшного, с моей точки зрения, в том, что, вот, например, посмотрите, что происходит в тех же штатах. Да, есть штат Калифорния, а есть штат Мэн, например. И посмотрите разницу доходов даже на уровне штата. А есть вообще замечательный штат Аляска, который просто сидит на дотациях государства. Да? И ничего в этом страшного нет. Там есть абсолютно естественные вещи, которые к этому приводят. Да, у кого-то всегда будет меньше, вот катастрофически меньше, чем у кого-то, у кого пиковые доходы. Вот эта разница всегда будет большой. То, что между, вот это можно регулировать. Но это можно регулировать двумя способами. Значит, либо какими-то бесконечными дотациями и подачками, либо стимулированием к зарабатыванию денег. Но для этого на каждом уровне как бы власти, да, должны быть стимулы для того, чтобы не сидеть и ждать, когда кто-то где-то из тумбочки принесет или включит печатный станок. У них должны быть стимулы зарабатывать, то есть у них должна быть свобода действий, у них должны быть полномочия для того, чтобы эффективно использовать ресурсы человеческие, землю, природные ресурсы, да, транспортное положение, что-то еще, и работать на то, чтобы не на то, чтобы обосновать потребность в дотациях, а на то, чтобы создать условия, когда вот этот конкретный регион, этот конкретный муниципалитет начнет зарабатывать достаточно для того, чтобы люди, которые там живут, чувствовали себя достойно. Вот заметьте, тут важно ведь не все деньги мира заработать. Важно, чтобы каждый из нас чувствовал себя достойно. В этом есть большая разница. Мне не нужна яхта такая, как у Абрамовича. Ну, просто патологически не нужна, да? Но мне нужно что-то другое. Мне нужна, там, например, я не знаю, мне нужен хороший автомобиль для того, чтобы поехать куда-то очень далеко за город и там немножко покататься по бездорожью. Ну, например, вот это, да? Это вещи несопоставимые. Каждый человек свой уровень жизни определяет, исходя из истории своей семьи или из истории личной, вот, которая у него сложилась в жизни. И вот такой уровень и должен быть. Если вы человеку, который внутренне чувствует себя, скажем так, не аристократом, будете навязывать образ жизни аристократа, ничего хорошего из этого не получится. Если вы аристократа загоните в хлев, он, скорее всего, повесится. У вас не будет ни налогов, ни хлева, потому что потом туда, в этот хлев, его проклянут и будут говорить, что там человек повесился. Поэтому, да, должен быть нормальный, естественный ход событий. А здесь самое главное, чтобы в первую очередь люди чувствовали ответственность. И ничего страшного нет в том, что сегодня люди не пришли на выборы и остались без власти. Это опыт, это, извините, то самое наказание, да, вот ответственности без наказания не бывает, то самое наказание. Ребята, в следующий раз идите на выборы.
создавайте свои органы управления, а по-другому никак. Если вы избрали каких-то, извините, казнокрадов, которые разворовали ваш бюджет, это ваша ответственность. Думайте перед тем, как вы опускаете бюллетень в урну. По-моему, других вариантов здесь нет. Да, нам придется пройти там через какие-то неприятности. Но по-другому-то мы все равно никак ничего не сделаем. Понятно. Я напоминаю, что хотелось бы видеть видео Виталий, Нодери, чтобы можно было вас включить. Один из основных тезисов – это воспитывать в людях ответственность. Я услышал, это очень круто, полностью поддерживаю. В частности, как воспитывать, это то, что когда люди сделают выборы неправильные, скажем так, или недостаточно эффективные, они получат негатив какой-то. Интересно, есть ли другие возможности научить людей как-то быть ответственными, стимулировать в них ответственность? Виталий, можете кратко на тот же вопрос, ответственность людей, как сделать так, чтобы люди были грамотными избирателями и профессию политолога освоили большинство, чтобы они могли выбрать лучших людей, не просто выбрать, наверное, стать активными членами общества, активными гражданами. Ваши рецепты? Здесь важно вообще во всех наших делах, о которых мы сейчас говорим, важно задавать очень главный вопрос: зачем? То есть вот мы зачем хотим, чтобы избиратели были такими? Для чего? И, я говорю, мы, имея в виду в том числе и федеральную власть. Когда ты задаешься вопросом, зачем вы делали так, чтобы избиратели возненавидели систему выборов, вот да, зачем? Зачем вы делали все, чтобы избиратели перестали ходить на выборы? В чем цель? То есть мы должны понимать, в чем цель конечная того или иного решения. Вот здесь зачем нам учить избирателей? Да? Вот, я предлагаю за рамками нашей сегодняшней подумать всем об этом. Да? Зачем? И вообще все, что мы делаем. Зачем выделять систему местного самоуправления? Вот что мы в итоге хотим добиться? То есть любой проектный процесс, он подразумевает наличие цели, да, и дальше шаги по ее достижению. А дальше верифицируемый результат. Мы получили результат и можем проверить, мы достигли этого. Мне кажется, что идея воспитывать избирателей в корне утопична, потому что мы не имеем главного, мы не имеем механизма этого воспитания, как мы их будем воспитывать, и мы не имеем в федеральных властях не имеем инициаторов этого процесса, потому что если мы говорим о воспитании, например, в школах там, да, в той же Калифорнии есть такой небольшой город Дэвис, в котором, как мне рассказывали депутаты местные, да, у них было резкое падение избирательной активности. На прошлых выборах голосовало 75% жителей, а на этих выборах пришло 72%. И вот эти 3% было резкое падение активности, после чего они сам город внедрили в школах систему выборов, чтобы школьники, чтобы дети узнавали о выборах и тащили родителей за руку, говоря, что это важно, это нужно, то есть через детей идти. Да. Они ввели систему обучающих центров, которые называются Enterprise Village, в которых полный цикл, вот там моделируется город, там есть мэр, депутаты из детей, школьников, да, там работают банки, телевидение и так далее, то есть полиция и так далее. То есть дети на практике понимают, что такое ткань этого муниципалитета, что это такое, чем занимаются эти депутаты и мэры, и полиция и прочее. Это целая система, это была инициатива нескольких там активных городов, потом распространилась на всю Калифорнию. Я сейчас не знаю, может быть, и во всем США, может быть, уже это давно было. Но то есть это дело, было понятно, зачем. Потому что мы таким образом мы поддерживаем нашу демократию. Таким образом мы не даем демократии скатиться, люди понимали. А у нас зачем?
Да, вот, ну, вопрос, зачем будут делать это кто-то? Даже нынешние, ну, вот сейчас депутаты там в Москве, рядом муниципалитетов, в Санкт-Петербурге побольше, наверное, те, кто на муниципальном уровне имеют другую точку зрения, чем региональная власть. А ведь в целом в стране, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, все практически, за редким исключением, все представительные органы, которые могли бы инициировать такие вещи они сегодня состоят из представителей одной известной партии, ну или примкнувших к ней. Они не только не заинтересованы в том, чтобы воспитывать избирателей, они заинтересованы, чтобы как можно меньше избирателей приходило на выборы, и тогда у них есть больше шансов надурить как бы избирательную систему. Вот, поэтому здесь важно, в дискуссии важно понимать, что мы должны тогда предлагать систему так называемых красных флажков. Да? Надо ратовать за то, чтобы выборы имели либо квоту по явке, это в случае относительных выборов, да, если меньше пришло, выборы не состоялись. Да, еще раз, либо мы должны говорить о том, что выборы, во всяком случае, в мажоритарных округах должны проходить по системе в 2 тура. Да? В первом туре не набрал ни один кандидат 50 плюс 1, во втором туре побеждает сильнейший. Это дает возможность конкурирующим кандидатам мобилизовывать свой электорат. Это они должны делать, работать с избирателями, не действующая власть, а должны работать кандидаты, которые хотели бы, чтобы их избиратели. Но для этого система выборов должна быть построена на вот этой самой открытости, транспарентности, конкурентности и так далее. Тогда только возникает борьба конкурентов, даже если они близки были, они все равно будут конкурировать, за избирателя. Вот именно тогда. И тогда избиратель вообще ничего не должен на самом деле. Люди выживают сегодня, они пытаются зарабатывать, детей как-то обучать в этой системе дурацкой, отдыхать как-то, научиться, когда уже все возможности. А мы им говорим, мы вас еще обучим, как правильно голосовать. Нет, это должны делать те, кто заинтересован в приходе к власти. Вот они должны, а для того, чтобы у них были к этому мотивы, должно быть изменено федеральное законодательство о выборах. То есть должны быть созданы исключены такие системы выборов, которые приводят неизбежно к абсентизму избирателей, к неявке их на выборы. Вот эти все системы должны гореть красным сразу. Нет, нельзя. Только так. Либо квота, если вы выбираете систему относительного большинства, квота, при явке не менее чем, выборы считаются, тогда хоть какой-то можно понимать. Тогда сама власть начинает агитировать людей являться, потому что иначе будет тратить деньги на вторые, на третьи выборы, кому это надо. Либо мажоритарная система, 2 тура, в первом туре не выиграл, во втором, тогда, я уже сказал, кандидаты начинают активнее работать со своими избирателями. Ну и, естественно, это важнейший элемент, это свободная пресса, независимые СМИ. Те СМИ, которые могут доносить до избирателей, неважно какие, интернет, бумажные, электронные, неважно, но которые могут доносить до избирателей альтернативные точки зрения, которые, собственно говоря, шоу с телевизора вот этих пропагандистских переносят в реальность, но только шоу уже выборное, за которым следят, где люди начинают смотреть, а кто лучше и так далее. Вот это должно быть там, а не в телевизоре. Да? Ну вот. Но опять мы возвращаемся к тому, что... Да. Да, но вы так договоритесь про свободу митингов, то, что людей за собственное мнение в соцсетях не надо сажать, и там вообще нас всех посадят. Не надо об этом договариваться, об этом в Конституции написано. Просто на сегодняшний день те правоприменители наши, к сожалению, моему большому, не все, кстати, есть среди них и очень мало, но есть те, кто понимает, что это неправильно, но они сегодня прямо нарушают Конституцию. И даже принятыми законами они нарушают Конституцию. То есть я сейчас не говорю, что их там надо сажать самих и так далее. Нет, просто они должны обратить внимание, что они, принимая законы, которые корректируют конституционные нормы, мягко говоря, на самом деле, они просто их отрицают, отвергают эти конституционные нормы. И это не приводит ни к чему хорошему, потому что и их законы начинают отрицать граждане. То есть если ты игнорируешь основной закон, то ты не можешь быть уверен, что и твой закон не проигнорирует, дурачок. Вот они сейчас идут по этому пути. Разрушая систему права, ты не можешь быть уверен, что принятые тобой правовые акты будут исполняться. Вот и все. Понятно.
Илья, Насчет можно системы- маленькую ремарку буквально? Да-да-да, конечно. Потому Насчет что это системы- сейчас очень Давай, уместно, давай. потому что вот монолог Виталия, он нам сейчас проанонсировал, по сути дела, сразу две темы наших дебатов. 23 июня дебаты, как должна быть устроена политическая и хозяйственная власть на уровне региона, и 4 августа у нас запланирована тема «Как разбудить инициативу граждан, как способствовать созданию сообществ». Вот я думаю, то, о чем сейчас Виталий говорил, это такая очень хорошая затравка для вот этих двух круглых столов. Ну и хочу вступиться за Надария, он давно руку тянет, может быть, мы ему дадим слово. Я как раз хотел сказать, да, сейчас отвечу на вопрос, который был задан Екатериной Силаевой, это муниципальный депутат из Москвы, в ютубчике. Каким образом можно повысить доверие граждан, как избирателей, доверие к местному самоуправлению? Кажется, что люди мало участвуют в выборах именно из-за недоверия. Я думаю, вот как раз ответили, что доверие можно повысить тем, что выбор людей должен что-то значить, и должен значить, по сути, все. То есть люди что-то выбрали, это есть. Люди выбрали что-то другое, есть что-то другое. Даже если они выбрали что-то якобы не то, по мнению вышестоящих органов, ну, значит, вышестоящие органы должны это принять, выбор людей. Пока выбор людей может быть оспорен вышестоящими органами в более мягкой или в менее мягкой степени, такой как отставка губернаторов или вообще перевыборы по инициативе вышестоящих органов, то, конечно, будет недоверие. Но это недоверие не к выборной системе, это недоверие к той системе, которая, по сути, заменяет выборную систему вот сейчас у нас. Нодари, вы хотели что-то сказать? Что вы хотели сказать? Надарий, если вы не против. Надари, да. Ну, вообще, если вернуться к термину доверие, то хорошо известно, что она является основой социального капитала, на котором, собственно говоря, стоит все общество и без которого никуда не деться. Доверие, ну, я прошу прощения, у меня была статья, по-моему, 20-летней примерно давности о инфраструктуре этого социального капитала. Двумя ключевыми элементами являются социальные сети. Ну, в данном случае я имею в виду не интернет-сети, а взаимодействие граждан между собой. И технологии, которые позволяют этим сетям эффективно работать и быстро коммуницировать, быстро передавать информацию. Значит, теперь, что касается, вот просто очень много было сказано перед этим, было сказано по поводу того, можно ли научить на примере плохого выбора избирателя чему-то. Это совершенно невозможно, потому что избиратель просто сохранит недоверие и иждивенчество и скажет, ну это вот они все козлы, а я тут вот один такой, я тут ни при чем. То, что я не пришел, я не пришел, потому что они ничего из себя не представляют. То есть это фактически так или иначе, они просто не научатся, они еще раз убедятся в том, что это не работает. Вот. А если говорить о том, как нужно воспитывать, как можно воспитывать избирателя, это на самом деле, конечно, с самого детства выстраивается через аккуратную помощь ребенку в понимании того, что есть ответственность за принятие собственных решений и что есть значимость соорганизации. Не так, как это у нас сейчас выстраивают комсомольские, пионерские организации и разные прочие другие. Там то у нас было, российское движение школьников, сейчас еще что-то такое выстраивают. Это все административно-командные конструкции, абсолютно пустые, абсолютно мертвые. И в этом смысле я хочу сослаться, наверное, на слова Виталия Черникова, сказанные в самом начале. И, кстати, и Вадима тоже, он говорил об этом. Есть серьезное противоречие между существующей формой и заложенной в нее содержанием. Я бы назвал это сегодня в России непреодолимым противоречием между формой. Там у нас институты вроде бы есть, а посмотришь, в содержании нет ничего. И это как раз серьезное противоречие. Точно так же, как есть законы, но они не выполняются. Формально у нас вроде бы право есть, а по содержанию его не существует. Значит, теперь, что касается, ну, и это на самом деле значительно более широкая проблема. Это проблема вообще культуры политической, коммуникативной. И вот очень важные слова, опять же, Виталий сказал по поводу того, что
пришли в школу. Надо со школы начинать, вообще даже раньше надо начинать. Надо начинать с 2 уровней. С детства ребенка, помощи ему в освоении практик коммуникации, в том числе и низкоконфликтной коммуникации, и с обучения будущих родителей. Потому что сегодня родители продолжают учить тому, чему их научили их собственные родители, и так мы получаем лестницу непрерывно повторяющихся дефектов, которые очень сложно исправить. Вот. Теперь, что касается, вот очень много в сегодняшнем обсуждении было по поводу того, а что можно сегодня сделать? Сегодня на самом деле очень сложно что-то сделать реально, именно из-за того, что вот эта вертикальная система, она убивает все. Причем она убивает абсолютно без разбора, и самое главное, она убивает горизонтальную соорганизацию. Приведу очень коротенький пример. Мы попытались соорганизовать ТОС в Москве. Я вас уверяю, это вы просто не представляете, какую бешеную отрицательную реакцию это получило практически на всех уровнях, и скомандовали, в том числе до аппарата Совета, где нам под разными идиотскими предлогами запретили создавать ТОС. Причем мы сейчас судимся, и я очень сомневаюсь, что нам удастся, хотя мы все процедуры, даже несмотря на пандемию, проводили в виртуальном пространстве общее собрание, все видели, что все нормально, люди есть. Это не пустышка, это реальные конструкции, люди, которые обошли там 1000 квартир и получили подписи людей, это реальные люди. Не хочет. Власть сегодня категорически уничтожает вот ту самую горизонтальную соорганизацию граждан. Ничего другого, кроме вот этого, кроме какого-то просветительства, не остается. Ну вот я разработал, например, программу развития территориального общественного самоуправления как муниципальную программу среднесрочную. Вы думаете, она кого-то заинтересовала? Она, во-первых, ну, у нас в Совете просто клинч, у нас Совет пополам разделен, он не принимает. Но, кроме всего прочего, прокуратура прислала абсолютно идиотское заключение, из которого следует, что они просто не понимают, что такое муниципальная программа. Они сказали, что муниципальных программ, целевых программ в законодательстве нет, раз в бюджетном кодексе нет, значит, вы не можете ее принять. То есть это просто идиотизм полнейший. Вот. Но без вот этой соорганизации граждан по месту жительства доверия от избирателей мы не получим. Необходимо, ну, понятно, что если муниципальный депутат активен, ему жители доверяют. Вот у меня есть целый ряд жителей, которые, ну, действительно, они понимают, что я с ними работаю, мне не наплевать на них. И тогда появляется то самое доверие. Но здесь не хватает именно уровня активности. Если, скажем, в сельской местности все люди знают этого депутата и, ну, нет проблем, да, то в мегаполисе это очень большая проблема именно из разрозненности, из-за атомизации общества. Потому что люди живут в одном месте, работают в другом, отдыхают в третьем. И они встречаются в лучшем случае в лифте. Понимаете, если это многоквартирный, многоэтажный дом. И у нас граждане соорганизовались, это в основном пятиэтажки. Вот в пятиэтажках, если это комплексная застройка, тогда там появляется некий прообраз сообщества. Вот сообщество, действительно, я согласен в этом смысле с вами, Илья, что вот с этого, вот эту точку очень важно перенести на те самые сообщества, о которых вы говорите, и на тот семинар. Спасибо. Отлично. Очень интересно было послушать мнение Надары. Да, горизонтальная организация важна, а готовить лучше вообще с рождения людей. Авторитаризм школы уже вошел, наверное, и не только в песни, но и в книги, и в фильмы во все. С будущего родительства. Да, с будущего родительства. Ох, проговорили часа полтора мы уже, наверное. Я предлагаю, раз у нас больше никого нету желающих высказаться, больше вопросов нету, по последнему слову от главных спикеров, Виталий, Вадим, и завершаем, наверное, Виталию первому, Вадиму второму. Да, но я вот специально, и да, можно, да? Я вот даже специально вышел на улицу, как у нас сейчас тут хорошо, видите, как красиво. Вот. Ниже меня находится вот там крыша ржавая торчит, это дом городского головы
Ципулина, купца, который сейчас поставлен как бы на хранение, и в нем собирается сделать музей. Купец, который свои деньги вложил в водопровод, первый калужский водопровод. Вот такие были городские головы в те дикие времена, свои деньги вкладывали. Значит, что я хочу сказать? Итак, давайте подытожим. Первое. Убежден, что термин «публичная власть» как единая система может быть использован с выгодой для нас. То есть так как они в Конституции не решились написать, что они соподчинены между собой, да, помните, там нет такого соподчинения, там написано просто, что они входят в единую систему публичной власти. Надо всячески поддержать их в этом, сказать: молодцы, правильно сделали, а теперь эти уровни власти мы должны так сделать, чтобы они были самостоятельными, независимыми, но все это будет единая система публичной власти. Ну, то есть вот это есть повод на не противоречие законодателю нашему, да, использовать ту ошибку, которую они совершили, использовать на пользу общему делу. Во всяком случае, в тех условиях, в которых, к сожалению, нам сейчас приходится находиться, это будет тоже непросто. Вот. Я уж не говорю о более весомых достижениях. Что касается выборов, готов, так сказать, поактивней в той части, когда будет эта тема обсуждаться, сделать более обширный и более аргументированный как бы сообщение в части, касающейся системы выборов, которые бы приводили к росту избирательской активности, и к росту понимания избирателями сути выборов, да, и к результативности, то есть чтобы в результате выборов получались действительно нормальные люди. И по сообществам затронули тему, я хочу в этом смысле сказать Гамаржоба Надаре, потому что у нас в Калуге, на моем опыте, 3 группы граждан. У нас считается город Калуга одним из передовых в части территориальных общественных сообществ. У нас 52 территориальные общины. Так вот, 3 попытки граждан сделать реальные общины были также жестко подавлены властями путем нерегистрации, путем препон в части, касающейся формального вопроса. Да, вы там что-то не учли, что-то не дописали и так далее. Поэтому, конечно, это все темы, которые неразрешимы при существующей системе государственного мышления. Вот, я не знаю, что с этим делать. Возможно, что-то сделают соседи наши вот с этим. Пока вот так. Спасибо. Спасибо. Мы знаем, что с этим делать, но об этом мы говорить пока не будем, чтобы мочь говорить о чем-то другом. Вадим? Да. Коллеги, первое, что все-таки я хочу сказать в заключении, разговор действительно был очень интересный, и, как выяснилось, несмотря на то, что заявлено было некое противостояние, есть на самом деле целый ряд моментов, по которым, по сути дела, общая позиция вырабатывается. И меня это радует, потому что я-то свою задачу на самом деле в большей степени вижу в том, чтобы сейчас меньше реагировать на те события, которые происходят вот прямо сейчас, и больше думать о том, что можно сделать и как это все прописать, как это формализовать на будущее. Потому что я совершенно согласен с позицией о том, что сегодня любые благопожелания властью не будут восприняты. А любые ошибки, которые она хочет совершить, она все равно совершит, потому что она ни с кем не хочет советоваться. Вот. Вопрос в том, что с чем мы, с каким багажом мы придем к тому моменту, когда эта власть тем или иным путем дематериализуется, исчезнет, сама уйдет, и там, как было у Тимура Шаова, когда сопрут последний рубль эти жмоты, тогда исчезнет добровольно наша власть, поскольку и все начальники уволятся с работы, поскольку нафиг власть, раз больше нечего украсть. Вот тогда придется все делать своими руками, за свой счет и под свою ответственность. И вот к этому надо быть
готовым. И я понимаю, что есть люди, которые могут действительно предложить какие-то действительно светлые вещи содержательные. И то, что это сегодня вот проявилось в нашей дискуссии, по-моему, это очень одухотворяет, я бы так сказал. Вот, поэтому надеюсь, что в следующий раз нас будет больше. Надеюсь, что нас увидят не только муниципальные депутаты. Это к вопросу о том, что нужно работать и с избирателями тоже. Но можно, конечно, работать из детского сада, да, но я все-таки считаю, что нужно работать сейчас с теми людьми, которые в ближайшее время могут прийти на выборы, потому что им тоже надо объяснять, им тоже надо на конкретных примерах доказывать, что выборы – это работающий механизм даже в той системе, которая есть сегодня. Ну вот, наверное, на этом стоит завершить. Ну и напоминаю, что у нас вот эти круглые столы, они запланированы раз в 2 недели. И следующий круглый стол у нас состоится 23 июня на тему, как должна быть устроена политическая и хозяйственная власть на уровне региона. Вот там будет возможность поговорить подробнее, в том числе о многих вопросах, которые мы сегодня уже затрагивали. Спасибо, коллеги. Вам спасибо. Это был Вадим Сафонов, депутат муниципального округа «Гражданка», Санкт-Петербург. До него Виталий Черников, эксперт Европейского клуба экспертов местного самоуправления. Вел это все Илья Кравченко, депутат городской думы города Волгограда. И трансляция была организована Земским съездом, собранием независимых депутатов. Поддержите, пожалуйста, Алексея Горинова. Пишите вопросы какие-то, если что у вас было непонятно, в чат, в YouTube, в нашу группу Земского съезда в Телеграме. Спрашивайте, участвуйте в следующих дебатах. Спасибо всем, кто присутствовал. Спасибо Надарье, что задавала вопросы. Отлично. До свидания. Я думаю, мы сейчас завершаем. Ну а всех вас ждем через 2 недели. Спасибо.